эти, под администрацию делаете, зарплаты, что у вас госслужащие делаете? Добрый день, уважаемые участники конференции. Вначале хотелось бы довести, кто принимает участие в конференции. Гамбашидзе Геви Гайвозович, профессор, известный грузинский археолог, который участвовал в археологических как раз раскопках при проведении реставрации храма Тхабаирды в 1969 году. Балашов Юрий Георгиевич, председатель Российско-грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Кадзоев Тимирлан Умарович, председатель Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Набиева Людмила Ахметовна, президент Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия. Цароев Кулич Хабибикарович, депутат Народного собрания Республики Ингушетия, председатель Общественного комитета культурного наследия Республики Ингушетия. Газиков Берснакот Джабраилович, историк, архивист. Кукиев Руслан Сасламбекович, историк, этнограф. И Кадиев Умалат Бесланович, заместитель директора археологического центра Республики Ингушетия имени Евгения Игнатьевича Крупнова. Гогиев Якуб Ибрагимович, исполнительный директор историко-географического общества Дзурдуки. И Заурова Танзила Абдул-Хамитовна, научный сотрудник научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, журналистское искусствовед. Так, это все те и подрядные организации, те, кто проводят реставрационные работы сейчас на данном этапе в Республике Ингушетия в горной части, тоже здесь находится. И слово председатель культурного наследия Республики Ингушетия Кадзоев Тимирлан Умарович. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад видеть всех. Разрешите вас поприветствовать на этом мероприятии значимым. Почему? Потому что сама тема, по которой мы сегодня поднимаем, это обсуждение вопросов, связанных с уникальным объектом культурного наследия федерального значения – храм Тхабаирды. Храм, как мы знаем, сама идея проведения реставрационных работ на храме были еще в 1941 году. Поднимался вопрос еще в 1941 году, но из-за Великой Отечественной войны вопрос отложили. У нас известный грузинский искусствовед, архитектор Георгий Чебинашвили. В 1967 году опять вопрос поднялся о необходимости проведения реставрации храма. Советом министров член Русской ССР было принято постановление о проведении на храме Тхабаирды реставрационных работ. Они начались в 1969 году. Проект под руководством архитектора Ливана Хамчашвили. Археологические работы проводились под руководством Гиви Гайвозовича Гамбашидзе, которого я приветствую, Батона Гиви. Работы. Вообще хотел бы выразить огромную благодарность от народа Ингушетии за то, что сохранили этот объект. У нас есть фотографии, у нас есть материалы, в каком состоянии этот храм находился в то время. Можно сказать, что мы его тогда спасли. По истечении 55 лет, вы, наверное, даже не думали, что мы сегодня соберемся в таком составе по такому вопросу. Но из-за того, что вопрос актуальный, вопрос важный, поэтому, наверное, мы собрались. Огромное вам спасибо, огромное спасибо. Вы любезно поделились большим материалом из вашего архива, за что мы благодарны вам. Есть там много чего, что
у нас нет ни музея заповедника, ни в комитете. Мы будем пользоваться этими материалами. Еще раз разрешите вас поприветствовать всех, пожелать удачной работы конференции. Спасибо. Хотелось бы еще добавить, что главой Республики Ингушетия Махмуду Али Макшариповичу Калиматову было дано поручение Комитету государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия совместно с Российско-Грузинским деловым советом организовать взаимодействие групп реставраторов, восстанавливающих храм Тхабаерды в 1969 году и 2024 году. Слово предоставляется председателю Российско-Грузинского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Юрию Григорьевичу Балашову. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня слышно? Да, слышно все. Хорошо. Дамар Джобат Гиви. Большое спасибо, конечно, Гиви за то, что он хранил для нас эту историю. Вы видите, у меня на заднем плане та картина, которая подарена мне была вашей художницей знаменитой. Как раз там Тхабаерды и царица Тамара выходят к двум народам, грузинскому и ингушскому. Поэтому очень важно сохранить Тхабаерды именно как символ дружбы двух народов, потому что, конечно, сейчас это важно. Я думаю, что, возможно, даже восстановление наших добрососедских отношений начнется именно Ингушетия-Грузия. Поэтому мы ждем и Гиви к нам с визитом, я надеюсь, Гиви. Я надеюсь, что сам храм восстановится, потому что место действительно красивейшее, заповедник, башни, и, в общем-то, это действительно символическое место, оно может быть серьезно реальным туристическим символом Ингушетии. Поэтому я надеюсь, что его восстановят в очень правильном виде, потому что то, что нашли археологи, оно позволяет говорить о том, что это достаточно древний храм, и, возможно, восстановление немножко пойдет уже в другом ракурсе, не в том достаточно упрощенном, которым хотели реконструкцию первичную хотели сделать. Надеюсь, что это не займет долгое время. Хотелось бы, чтобы уже статус заповедника в этом месте был немножко подвинут для данного храма, чтобы был более свободный доступ к нему туристов, потому что само Даргинское ущелье, оно такой жемчужиной является. И, в общем-то, конечно, если смотреть дальше перспективу, то развитие добрососедских отношений пойдет через строительство дороги, через само Тхабаерды и дальше на территории Грузии. Поэтому если Гиви тоже нас поддержит в своем кругу, то, в принципе, мы бы очень хотели бы восстановить тот пограничный переход между Ингушетией и Грузией, чтобы добрососедские отношения наладились и, наверное, перешли уже в совсем другое качество. Потому что большой поток туристов идет в Ингушетию, он, понятно, идет с той стороны в Кахетию, и, возможно, вот это движение, оно позволит нам двигаться дальше, а не стоять немножко на месте. Понятно, есть там и другие еще варианты, но я бы просил именно Ингушетию сделать как основным двигателем процесса восстановления российско-грузинских отношений. Потому что давняя дружба ингушей и грузин, она там превосходит, по-моему, все мыслимые и немыслимые сроки на Кавказе. И мне это удалось понять во время еще первого моего визита в декабре 2023 года. И сейчас оно получит, надеюсь, развитие в результате молодежного форума, который мы будем проводить в мае в Ингушетии, на котором будет присутствовать обязательно грузинская молодежь из Тбилиси. И если, Гиви, у вас будет такая возможность, то, конечно, мы хотели бы вас видеть с 14 там, или с 15 по 18 мая, может быть, приехать и рассказать об этом, потому что посещение Тхабаерды входит в программу этого форума. И, может быть, если будет такая возможность, мы там обеспечим, поможем вам с доставкой и обязательно переходом, проездом, все обеспечим вам, и мы вас, в принципе, приглашаем на данный форум. Поэтому, уважаемые коллеги, друзья, я надеюсь, что восстановление ингушско-грузинских, именно теплых, именно сейчас прямых отношений, именно прямых, минуя центр, позволит нам разблокировать все наши, так сказать, болевые точки. Поэтому очень вас прошу
подработать над этим моментом, а мы будем всячески поддерживать. И до встречи в мае, я надеюсь, что я приеду, уже так мы более подробно обсудим. И очень прошу Гиви, если будет возможность, в мае приехать на молодежный форум и рассказать о том, что происходило в 1969 году, потому что Николай Цикалашвили с вами более подробно беседовал по моей просьбе. Понятно, что все передать он не смог, но хотелось бы ваши эмоции услышать уже вживую. Поэтому ждем вас. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Я надеюсь, да, пройдет дальше дискуссия. Вам большое спасибо за сохранение такой жемчужины. И я надеюсь, что, так сказать, мы будем двигаться дальше в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Георгиевич. Надеемся, что добрососедские отношения между нашими странами будут еще более налажены. И вот как раз конференция даст начало в этим отношениям. И все ваши пожелания и вопросы мы доведем как раз до соответствующих структур. Хотел бы вот дальше продолжить. И слово предоставляется известному грузинскому археологу, профессору Гамбашидзе Гиви Гайвозовичу. С вашего позволения, я буду очень эмоционален. За эти 55 лет приблизительно я хочу, чтобы вы поверили мне, почти ежедневно я обращался с этим храмом, с историей этого замечательного памятника наших народов. Я очень счастливый человек в этом отношении, что Бог так распорядился, что вот я оказался в Дзурдзуке, это по грузинским источникам, в вашей стране, нашей общей любимой стране, называемой сейчас Ингушской республикой. Я связался не только с этим памятником, я связался с замечательными людьми, замечательными деятелями культуры, науки, самыми простыми людьми, с кем я встречался за эти многие годы. Я был побратим с Магомедом Озиевым по нашему по кавказскому обычаю. Магомед Озиев как раз тот молодой человек, как и я в те времена, приехал в Тбилиси и просил наше министерство, что наши реставраторы и деятели, в общем-то, археологии провели эти работы над ХБРТ, над ОБРТ и так далее. Ну, по-разному это называется, этот храм. Я хочу сказать, что как историк, и не только как археолог-историк, я занимаюсь эти 55-56 лет приблизительно вот вопросами истории ингушей, истории наших взаимоотношений. Просто я напомню вам, что первая наша царица была как раз ингушка, прекрасная царица наша. Мы это все сохраняем в нашей памяти. И не только Гиви Гамбашидзе. Каждый, наверное, из вас, который побывал в Грузии, и кто узнавал, что вы ингуш, все с радостью воспринимают это событие, эту информацию, что он встречается с ингушом, то есть своим братом. Я был знаком с Абдулахапом Элджаркиевым. Представляете себе, этот человек в начале 20 века нашел в своем фамильном святилище Майорда книгу, грузинскую книгу, которая, значит, эта книга была подарена какому-то русскому офицеру, но 2 страницы были вырваны как бы почему-то из этой книги, этой рукописи. И вот семья сохранила как реликвию эти 2 страницы. И когда трагические годы, я просто с возмущением отношусь к этим фактам 44-го, что случилось в конце 44-го года. Это моя трагедия, это наша общая кавказская трагедия, которая тогдашняя власть носит на наши головы, все это. И вот Абдуллахап Элджаркиев положил себе за пазуху и в течение 12 лет носил на груди эти 2 маленькие страницы.
И вот Магомед Ози в 1969 году говорит, что у старика Магомеда есть какая-то рукопись, говорят, что это или армянская, или грузинская, в общем-то, рукопись. Мы пришли к Абдул-Вахабу, это оказался псалтырь X века. Это опубликовано у меня на международной конференции, я послал вам, значит, вот из этого. И вот, представляете себе, мы подружились, потом по приложению академика Хаджи Гамзатова, брата Расула Гамзатова, который руководил Академией наук Дагестана, как раз у меня был доклад в 1976 году в Махачкале по рукописям и по эпиграфике Ингушетии. И вот они заинтересовались этими работами, и Хаджи Гамзатович попросил меня также провести вот археологические, исторические и, может, и этнологические работы в Дагестане, в Аварии. И вот по дороге уже с 1977 года я ехал уже через Дарьяльское ущелье, через Ингушетию в Дагестан, и тогда встречался с моим старшим другом, с Магомедом Озиевым. И оказывается, перед смертью он обещал, своим сыновьям сказал, что если Гиви еще раз приедет, передайте эти 2 страницы вот этой рукописи. И подарок вот семья передала мне. Я хочу вам сказать, что в 2010 году я послал президенту Ингушской республики господину Эвкурову такое приложение, что все Осинское ущелье – это мирового значения своими архитектурными, своими природными, чтобы внести в список ЮНЕСКО. В общем-то, часть нашего Кавказа под эгидой ЮНЕСКО. Что я хочу вам сказать? Огромное вам спасибо за ту теплоту, которую получаю в течение этих более 50 лет от ингушей. И большое вам спасибо тем людям, которые задумали опять проводить изыскательные работы на этом древнейшем храме.